Теперь рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража» в отношении жительницы Якутска. Женщину подозревают в краже духов стоимостью 15 тысяч рублей. В дежурную часть отдела полиции с сообщением о краже обратился администратор магазина, расположенного по 50 лет октября. Со слов заявителя, из торгового зала пропали женские духи стоимостью 15 тысяч рублей. Полиции установлена злоумышленница. Женщина взяла с витрины товар и тихонько покинула магазин. Со слов подозреваемой, похищенным она рассчитывала воспользоваться сама. Духи изъяты. Следственным отделом по Якутску проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка 2007 года рождения. Сообщение о пропаже ребенка поступило в следственный орган 24 декабря, в котором указано, что 21 декабря малолетний после уроков покинул образовательное учреждение и до настоящего времени, а его местонахождение неизвестно. В ходе поисков ребенок обнаружен следователем в ночь с 24 на 25 декабря в районе торгового центра по улице Федора Попова в городе Якутске. После чего доставлен в следственный отдел. В ходе получения объяснений ребенок пожаловался на боли в ногах, в связи с чем следователем была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала малолетнее в ожоговое отделение медицинского учреждения. Предварительно у него диагностировано обморожение ног. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Собранные Следственным комитетом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю Сантарского района, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. 7 апреля 2019 года в ночное время обвиняемый вместе со своими двумя знакомыми распивал спиртные напитки в квартире одного из них. В ходе распития между обвиняемым и гостем из-за незначительного повода произошла ссора. После чего для выяснения отношений они вышли во двор, где злоумышленник нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего. После чего злоумышленник и хозяин квартиры завели потерпевшего в дом, где обвиняемый продолжил избиение. На этот раз при помощи металлического черенка и деревянной скамьи. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый был задержан и по ходатайству следственных органов по решению суда заключен под домашний арест. С учетом собранных органом следствия доказательств, приговором суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В Якутии прошла оперативно-профилактическая операция «Фиктивная регистрация». В ходе операции сотрудниками полиции проверены объекты жилого сектора – квартиры, частные дома, общежития, гостиницы, социальные учреждения и другие места компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Всего выявлено 17 административных правонарушений в сфере миграции. В отношении 2 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. В отдел полиции по Хангаласскому району обратился пожилой мужчина, который обронил свой кошелек с последними деньгами в размере 15 тысяч рублей и банковскими картами. Вскоре после этого в отдел полиции был доставлен молодой человек, который нарушил правила дорожного движения. В полиции выяснилось, что именно он на территории АЗС обнаружил черный кошелек с деньгами и, посчитав, что находка хозяина не ждет, распорядился деньгами по своему усмотрению. И вместо того, чтобы сообщить о находке в полицию, похитил чужие деньги. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мощный пожар, начавшийся в лесу возле чилийского города Вальдер-Асио, из-за жары и сильного ветра быстро добрался до города и уничтожил около 50 жилых построек в одном из бедных районов. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Мощный пожар, произошедший во вторник в прибрежном городе Вальпараисо в центральной части Чили, уничтожил около 50 жилых домов в одном из бедных районов. Сотрудники экстренных служб долгое время не могли справиться с огнем. Как рассказали очевидцы, местные жители, которых стихия застигла врасплох прямо в разгар празднования Рождества, в панике покидали свои дома, оставляя позади вещи и даже домашних питомцев. О погибших или пострадавших сообщений нет. По словам пожарных, возгорание началось в лесистой местности, но из-за жаркой летней погоды и сильного ветра огонь быстро добрался до города. Вальпараисо, известный своими яркими деревянными домиками, одно из самых популярных у туристов мест в Чили. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.